Здравствуйте! В эфире канала «Новый век». Выпуск новостей, в студии Анастасия Маслова. Вопросы развития республики и гармонизации взаимоотношений разных национальностей, проживающих на территории Тувы. Эти темы стали главными на встречах главы нашего региона Шалбана Караула с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко в ходе рабочей поездки главы Тувы в столицу. Об итогах этих встреч Шалбан Караул рассказал на круглом столе представителям региональных СМИ. Подробности в следующем сюжете. Обсудить вопросы социального и экономического развития Тувы в среднесрочной перспективе. Это была основная цель рабочей поездки Шалбана Караула в Москву. Как рассказал глава региона журналистам, диалог с представителями власти получился плодотворный. Проблем в регионе немало, но мы всеми силами стараемся их решать, подчеркнул Шалбан Караул. Будь то строительство новых объектов социальной инфраструктуры, в том числе аэропорта, или переселение граждан из аварийного фонда. Основной упор в регионе идет на развитие сельского хозяйства. Животноводам оказывается всевозможная поддержка. По году где-то 6-7% увеличение количества скота. В конечном итоге выход на то, чтобы мы уже имели возможность промышленных каких-то амбиций, то есть забоя скота для того, чтобы поставлять его в другие регионы. Это становится не какими-то, знаете, утопиями, а реальностью. Безусловно, господдержка – это серьезная помощь. Сейчас в сложных экономических условиях в стране между регионами идет борьба за инвестиции. Для этого, по словам Шалбана Караула, необходимо создать положительный образ республики и позиционировать Туву как привлекательный регион, в том числе и в плане гармонизации межнациональных взаимоотношений. Я договорился о том, что мы, как никто другие, особо заинтересованы именно в объективных анализах всех наших проблем. Без всякого политиканства, без всяких каких-то со стороны интриганства и так далее. Так хочется провести социологический опрос. А я по своей первой специальности являюсь социологом и очень хорошо представляю методы и приемы, которые можно было бы в связи с этим использовать для того, чтобы замерить реальное состояние напряженности между нациями, между народами здесь в республике. С Сергеем Владимировичем мы договорились о том, что это социологический опрос, пусть даже напополам, да, расходы, это все равно деньги. Мы проведем здесь эти обследования для того, чтобы выработать какие-то рекомендации для деятельности власти, для общественных институтов и так далее. На встрече в Москве Шалбан Караул проинформировал представителей власти о результатах выполнения президентских указов в Туве и рассказал о планах развития республики в ближайшей перспективе. Среди них в том числе реконструкция моста через Енисей, строительство детских садов и завершение реконструкции аэропорта. Анастасия Маслова, Беликей Кулар, телекомпания «Новый век». В селе Сарыксе подтвердили участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи». В прошлом году в Кахемском районе приняло участие 9 из 11 сел. Село Сарыксе, как райцентр, не был включен в список Минсельхоза Тувы, а в таежном Сиземе дефицит пастбищных угодий и традиционный староверческий уклад жизни заставил сельчан отказаться от участия в программе государственной поддержки. В 2017 году с продолжением реализации программы «Кыштаг для молодой семьи» власти Сарыксепа выразили большое желание ввести в проект своих представителей, организовали в январе этого года сход граждан и провели предварительный отбор среди претендентов. Напомню, что основными критериями отбора участников в проекте является возраст до 35 лет, отсутствие работы, наличие несовершеннолетних детей, владение навыками животноводческого хозяйства и наличие поддержки со стороны родственников. По предоставлению органов власти Сарыксепа на рассмотрение были представлены 2 молодые семьи. Дмитрий Медведев поручил увеличить кредитование малого и среднего бизнеса. Премьер-министр предложил увеличить лимит по программе 6,5, в рамках которой малый бизнес получал кредиты по льготной ставке 6,5%, которая касается кредитования малого и среднего бизнеса. Глава правительства заявила о необходимости увеличить объем кредитования по данной программе на 50 миллиардов рублей, передает РБК. Как сказал Медведев, кредиты по льготной ставке будут выдавать региональные банки, а сами средства направят на инвестиционные цели. Согласно его поручению, Минфин и Минэкономразвития России должны представить свои предложения по этим мерам в течение 2 недель. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 18 копеек, а евро 61 рубль 54 копейки. Сделаем небольшой перерыв на рекламу, продолжим сразу после нее. Ходим ножками, щупаем ручками и удивляемся глазками. Подарки для ваших любимых в РБТ.ру. Так плойка для волос Равента по интернет-цене 4990 рублей. РБТ.ру.
Ваша недвижимость – это самое большое вложение. Защити свое вложение. Компания «Геотех» предлагает широкий выбор кадастровых услуг под ключ. 8 923 219 99 11. Кочетова, 93, третий этаж. Город окон в Кызыле. Прочные теплые окна и надежные стальные двери по доступной цене. Аюна Курседи, 54. Телефон 8 929 314 0303. Подарки должны радовать. 1 марта ставка по кредиту 9,9%. Дарите счастье любимым вместе с Банком Восточный. Это новости на канале «Новый век». Мы продолжаем выпуск. В апреле на трассе М54 будут введены ограничения для движения большегрузов. Эта мера связана с тем, чтобы сохранить дорожное покрытие в весенний период. Также напомню, что проект приказа в части летнего ограничения распространяется только на тяжеловесный транспорт, осуществляемым движение в дневное время при температуре свыше 32 градусов со знаком «плюс». Подчеркну, что законодательство предусматривает исчерпывающий перечень исключительных грузов, поставка которых критически важна для жизнеобеспечения населения региона и на перевозку которых не распространяется весенний и летние ограничения, вводимые на федеральной дороге. Аптеки накажут за продажу антибиотиков без рецепта. На этом настаивают Росздрав и врачи. Сейчас рецепты на антибиотики неучетные. Однако бесконтрольный прием лекарств может навредить. 70% простуженных в России лечатся антибиотиками. Часто и бесконтрольный прием снижает иммунитет, и это попросту опасно для здоровья человека. В связи с этим Росздравнадзор проводит проверки аптечных сетей на предмет свободного отпуска лекарств с начала этого года. Они идут по всей стране. Меры наказания жесткие, крупные штрафы вплоть до отзыва лицензии у аптечной сети. Накануне мы отмечали Международный женский день, и сегодня разговоры у многих о том, как прошел праздник. Поздравления в адрес прекрасной половины человечества сыпались отовсюду. Теплые слова говорили представители власти, активисты, близкие и родные, а в региональном МВД подошли к поздравлениям необычно, совместив приятное с полезным. Поздравляю вас с наступающим 8 марта. Здоровья, участковый уполномоченный майор полиции Ведерников. На территории обслуживаемых участков полицейские распространили яркие листовки с теплыми словами поздравлений для прекрасных дам, а также с полезной информацией. Каждый участковый указал на листовках свои контактные данные, территорию обслуживаемого участка, адрес пункта полиции, а также телефоны, по которым можно с ним связаться. Листовки раздавали на улицах и приносили в дом. Такое внимание от стражи порядка, по признанию кызылчанок, было очень приятным. И это еще не все. Пожалуй, самым зрелищным поздравлением был флешмоб, организованный полицейскими на главной площади Кызыла. Вместе с активистами молодежного движения и студентами они выстроились в цифру 8 и фигуру в виде сердца, крича при этом «Поздравляем!». Живую открытку было видно с высоты птичьего полета. А теперь о погоде на ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, ночью ожидается минус 16, минус 19 градусов. Днем столбик термометра будет колебаться между отметками минус 9, минус 7. Ветер слабый, 1 метр в секунду. Атмосферное давление 710 миллиметров ртутного столба. На этом все. Далее программу «Услышать каждого». Я же напоминаю, свежий выпуск новостей вы всегда найдете на нашем YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Всего доброго, до свидания.